А'уду билляхи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о восхвалении Аллаха Субханаху ва Тааля. Сегодня действительно настроение такое у нас, немножко кислое, да? Потому что идет дождь. Вчера такая была хорошая погода. Но этот дождь лучше, чем солнце для снега. От дождя снег тает быстрее, чем солнце. Вот все же хотим, чтобы снег растаял, быстрее наступила весна. Аллах Тааля говорит, ну что хотите, я этого и даю, пожалуйста. И быстрее наступает весна. Поэтому надо быть доволен тем, что дает Аллах Субханаху ва Тааля. Он знает. Он знает. И Он мудрый. И мы должны восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля за то, что Он нам дает. Какое же место занимает восхваление Аль-Хамд в исламе? Самое первое. Имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это Ахмад. То есть восхваляющий. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым восхваляющим Аллаха человеком. Поэтому его зовут Ахмад. И когда ему давали имя Мухаммад, восхваляемый, это тоже от слова хамд. Оно было очень редко даваемо в те времена среди арабов. Второе. Знамя в раю, которое будет держать пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и под которым соберутся все пророки и все верующие, называется знамя Аль-Хамд. Лива Уль-Хамд. Знамя восхваления. Это не просто, оно могут называться по-разному, да? Знамя единобожия, например, да? Знамя Ахлюс-Сунна валь Джамага может называться, но оно называется знамя Аль-Хамд. Восхваление. Третье. Степень заступничества пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, называется Макамум Махмуд. Это восхваляемая степень, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дает заступничество всем людям на земле. Мы делаем дуа после азана, чтобы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, было даровано это место, и чтобы он сделал заступничество за всех. В день Великого Суда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тааля даст наилучшее восхваление, научит ему такому восхвалению, которое еще не делали никто на земле. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделает это восхваление Аллаху, и Аллах Тааля даст ему право заступничества после того, как он восхвалит Аллаха Субханаху ва Тааля. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, заслужил свое имя Халилюр Рахман, то есть друг Аллаха, близкий Аллаха человек. Как он заслужил? Благодаря своему дуа. Фасубхан Аллахи хайна тумсуна ва хайна тусбихун. Пречист Аллах. Мы должны говорить это, когда мы засыпаем, когда просыпаемся. Валяхуль хамду фис самавати валь арды ва ашиян ва хайна тудхирун. И хвала Аллаху на небесах и на земле, и ночью, и днем. Вот благодаря восхвалению Аллаха Субханаху ва Тааля Ибрахим, алейхиссалям, получил свою степень Халилюр Рахман. Дорогие друзья, религия состоит из восхваления Аллаха Субханаху ва Тааля, который Аллах Тааля заслуживает. Вот в этом мире мы хвалим тех, которые порой не заслуживают этого. Но хвалим, потому что надо хвалить. Правильно? Как начальника не похвалишь? Правильно? Хотя с утром пришел, такой толстый весь, опухший, вчера вечером гулял, шиворот на выворот одет, пахнет от него, но что ты ему говоришь? Вы сегодня прекрасно выглядите. Лучше, чем вчера, возможно. Вы прекрасно одеты, у вас хороший вкус, да? А ему уже за 60, он одел мокасины красные, да? И щеголяет в них, как подросток. Говорит, у вас прекрасный вкус, Валерий Федорович. Да, мы его восхваляем. Правильно? Вот, дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля достоин восхваления. Достоин по праву. И что бы мы ни сказали, это будет правдой.
И это будет еще недостаточно для него. Потому что мы даже не можем представить, что Аллах Тааля для нас делает. Когда человек нам, официант, преподносит кофе, а что он сделал? Он ничего не сделал, он за деньги, за твои деньги приносит тебе кофе. Ты ему говоришь спасибо. Правильно? Аллах Тааля дает тебе жизнь, дает тебе пропитание, деньги на это кофе. А ты ему говоришь «не верю». Вот поэтому, дорогие друзья, в этом кроется грех человека, когда он не хвалит Всевышнего. Заслуженно не хвалит. А когда ты не хвалишь того, кто заслужил, это уже само по себе является преступлением. Это уже само по себе является грехом. Первая сура, которая есть в Коране, как начинается? Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Хвала Всевышнему, Господу миров. Начинается именно с слов Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Следующее имя Аллаха Ар-Рахманур Рахим. Это милостивый и милосердный. Аллах Субханаху ва Тааля, мы восхваляем за то, что Он милостив и милосерден к нам. И только поэтому, дорогие друзья, наши восхваления доходят, а те, которые не восхваляют, живут на этом свете, дышат и пользуются благами, которые Он дает. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Это уже о многом для нас говорит. Религия основана именно на восхвалении Аллаха Субханаху ва Тааля. Само по себе слово «Ля иляха илля-Аллах» оно восхваление Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что мы говорим, никто, ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха Единого. Это уже восхваление. Мы не говорим, нет ему равных. Когда мы девушке говорим, да, нет тебе равных в красоте. Правильно? Ты свет очей моих. Что только мы не говорим. Хотя это неправда, конечно же. Но Аллах Субханаху ва Тааля, ему действительно нет равных. Когда мы добиваемся от девушки то, что нам надо, мы говорим, ты уже не свет моих очей. Иди отсюда. Ты тень моей жены. А я женат, оказывается, да? Аллах Субханаху ва Тааля действительно достоин этой хвалы. И Аллах Субханаху ва Тааля нет равных. Вот это слово как раз и обозначает хвалу наша ля иляха илля-Аллах Мухаммад Расулуллах. Дорогие друзья, мы должны восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля в любой ситуации. Ситуации бывают очень разные. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит нам пример. Когда умирает у человека ребенок, когда умирает наш ребенок, это страшные трагедии. Страшнее ничего быть не может. Ну, разве что твой любимый Феррари угнали. Для современного человека это страшнее. Потому что Феррари может быть один раз в жизни, а ребенка он еще сделает. Он так рассуждает. Дурак. Умер ребенок у человека. Что может быть страшнее? И Аллах Субханаху ва Тааля посылает к этому человеку ангелов. И спрашивает этих ангелов. «Кабаттум валяда габди». Вы взяли душу ребенка, моего раба? Аллах Тааля говорит. Ангелы говорят, нагам, да. Аллах Тааля говорит, «Кабаттум самарата фуадихи». Вы взяли любимого, плод его сердца, ребенка этого человека? Ангелы говорят, да. То есть не просто был ребенок, а был любимый ребенок. Аллах Тааля говорит, «Маза каля габди». И что говорит мой раб? Как он себя ведет? Ангелы говорят, «Хамидака вастарджага». Он тебя восхваляет и говорит, «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджигун». Мы все принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Он говорит, «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджигун». Этот человек. Он доволен. Он восхваляет тебя. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Ибну ли абди бейтан фил джаннати ва саммуху бейт аль-хамди». Постройте для этого моего раба в раю дом и назовите его домом
восхваление. Бейтуль хамд. Вот что будет наградой за то, что мы благодарим и восхваляем Аллаха Субханаху ва Тааля в любой ситуации. А что если мы проклинаем Аллаха, когда умирает наш ребенок? Мы ругаем его и говорим: зачем ты это сделал? За что? Невинный ребенок, да? Зачем ты это сделал? Вот Бог жестокий. Что будет? Ничего не будет. Ни дома не будет, ни ребенок не вернется, ни настроение не улучшится. Ничего не будет. Поэтому мы ничего не меняем, когда злимся или когда недовольны Аллахом Субханаху ва Тааля. Когда раб Аллаха заболевает, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тааля направляет к нему 2 ангелов и говорит им: посмотрите, что мой раб говорит тем, кто пришел навестить его. Если больной, когда к нему приходят посетители, занят восхвалением и возвеличением Аллаха, ангелы сообщают об этом Аллаху. Велик Он и преславен, который знает обо всем. Аллах Тааля, конечно же, все знает. И тогда Аллах Тааля говорит: если я умерщвлю этого раба моего, то помещу его в рай. Если больной человек восхваляет Аллаха. Но, дорогие друзья, что современные больные чаще всего делают? Когда приходишь к ним, они восхваляют Аллаха. Чаще всего они жалуются, правильно? Тут болит, там болит, лекарства дорогие, врач плохой, медсестра страшная, клизму делает каждый день. Да? В основном жалуются больные. Но тот, который пересилил себя и восхваляет Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Тааля говорит про него: если я его умерщвлю, то есть он умрет от этой болезни, то помещу его в рай. Если сейчас нам скажут: умрешь ли ты сейчас, но с гарантией, что попадешь в рай, кто откажется от этого? Кто откажется от этого? Только дурак откажется. Правильно? Потому что все, умерли, в рай попали. Заболели, умерли, в рай попали. Когда мы заболеваем, нам страшно умирать. Страшно. Нам страшно умирать. Когда человек заболел, лежит с температурой, а сейчас даже от температуры умирают, он думает: вот что будет, если я заболею? Что будет с детьми, с домом? Что будет с бизнесом, с работой? Куда они все денутся? Как они проживут? У тебя благородное намерение, и ты говоришь: я еще слишком молод. Мне еще рано. Иногда пишут: да, помогите этому человеку, он и слишком молод, чтобы умирать. Он так хотел жить. Или он так хочет жить. Дорогие друзья, когда человек восхваляет Аллаха Субханаху ва Тааля, ему будет даровано лучше, что ожидает его в будущем, в этой жизни. Это рай. Если исцелю его, то есть если он исцелится, то заменю его мышцы лучшими мышцами, его кровь лучшей крови и прощу его грехи. Понимаете? Если ты восхваляешь Аллаха во время болезни, ты станешь еще сильнее после этой болезни. Еще сильнее станешь. У тебя мышцы станут лучше, кровь у тебя обновится, перезагрузка. Да? У тебя произойдет перезагрузка. Такая божественная перезагрузка. Но только с условием, если ты будешь Аллах Тааля хвалить, восхвалять. Поэтому, дорогие друзья, восхваление Аллаха Субханаху ва Тааля, мы не только восхваляем Аллаха, мы не только отдаем должное, но еще получаем за это себе вознаграждение. Потому что благодарный человек, благодарный раб, который восхваляет Аллаха Субханаху ва Тааля, он заслуживает милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Ведь нам нравятся именно те люди, которые нас хвалят в этом мире. Конечно, если это искренне. Нам нравятся те люди, которые нас любят. Не которые просто пользуются нами, а искренне любят. И вот восхваляющий Аллах Субханаху ва Тааля человек, раб его, это тот, который искренне любит Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, всем известный аят, бисмиллахи рахмани рахим, «Фадкуруни адкуркум вашкурули валя такфурун». Вспоминайте обо мне,
и я вспомню о вас. Будьте ко мне благодарны, не будьте неверными. Вот слово куфр идет в противовес словам шукр и хамд. Не восхваляющий Аллаха человек — это как раз и есть неверующий человек, который не признает истину, который не хочет благодарить Аллаха именно по праву. Поэтому он называется неверующим. Он называется по-арабски кафир, скрывающий, если дословно перевести. Скрывает веру, скрывает благодарность, которую Аллах Субханаху ва Тааля заслуживает. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.